Рабочий день Медера каждый день начинается с прихода в этот магазин. Эже кандайсыз? Жакшы ба? Иштериңиз болуп атабы? Бул жерде кийимдер азайып калыптыр, алып кетишкен окшойт, э? 3-4 адам алып кетти азыраак деле. Алып келгендер да болуп атат. Этот магазин был открыт весной по инициативе Медербека и при поддержке местной молодежи. Ранней весной он выставил на полке тут свою одежду, которая стала мала или не носилась. После чего молодежь и односельчане поддержали этот проект. Поначалу мы переживали, будут ли приходить люди и брать эти вещи. Снаружи магазина мы вывесили надпись: «Если нуждаешься, бери. Если есть возможность, отдай». И на основе этого люди стали нас воспринимать. Односельчане, у которых была возможность, стали переносить свою одежду в хорошем состоянии. Или даже новые, неношенные вещи. И на данный момент люди, которые нуждаются, перестали стесняться. Кому что нужно, приходит и забирает. И сейчас этот магазин нашел свое место среди других магазинов. Есть одна особенность у этого магазина. Все здесь бесплатно. Каримбай Кайназаров через день наведывается в этот магазин. Свои вещи, которые стали малы и не носятся, он приносит сюда и забирает то, что подходит ему. Было бы хорошо, если такие магазины открылись по всему Кыргызстану. Это была бы посильная помощь нуждающимся. Пусть Аллах воздаст за все его старание, кто бы не открыл это дело. Батма Топчубаева проверяет все вещи, которые поступают в магазин. Продавщица считает, что основное требование при приеме вещей – они должны быть чистыми и не очень старыми. Продавщица работает 3 дня в неделю и в месяц получает заработную плату в размере 4000 сом. С тех пор, как открылся магазин, около 100 людей принесли сюда свои вещи. Примерно 800 человек смогли тут бесплатно приодеться. Люди сами уже приносят вещи, предварительно почистив, погладив их. Те, кто хочет сделать благое дело, приносят сюда вещи, вот их и принимаю. Нуждающиеся приходят сюда и подбирают подходящие им вещи. Здесь я работаю по понедельникам, средам и пятницам с 9 утра до 5 вечера. Люди стали уже нормально это воспринимать и спокойно берут отсюда нужные вещи, говорят спасибо и дают свое благословение. Магазин расположен посередине села Мурзаке. Поначалу было очень трудно найти подходящее здание. И в конце молодые инициаторы остановили свой выбор на этом здании. Раньше тут была столовая, а теперь все знают, что тут благотворительный магазин. Это 5-я по счету остановка, которую строят молодые сельчане. На каждую остановку было потрачено по 50 000 сом. Эти деньги молодежь собрала у спонсоров односельчан. Когда было принято это решение, мы задались вопросом, где найти деньги. Тогда мы принялись за поиски спонсоров. В селе существует общество Мурзаке. Мы взяли у них деньги. Кроме этого, мы собрали деньги у друзей, у членов разных организаций, у мигрантов, которые работают в России. В общем, собрали деньги, которых должно хватить на 5 остановок, и начали работу. И эта остановка 5-я по счету. У нас есть планы построить еще 20 остановок. Построенные остановки расположены по главной улице нашего села. Новые идеи и инициативы, которые поднимает местная молодежь, полностью поддерживают сельчане. Они поддерживают материально, и спонсоров достаточно. Для жителей села Мурзаке стало новшеством благие дела молодежи. Когда проходим мимо, мы видим, что молодежь старательно трудится. Они подают хороший пример своим детям и следующему поколению, строят хорошее будущее для себя. Я очень благодарна этим молодым людям, так как раньше мы стояли на дороге, ожидая транспорт под дождем и палящим солнцем. С тех пор, как построили остановки, пожилые люди сидят тут, ведя неторопливые беседы, выражая благодарность ребятам. Пусть и дальше не останавливает свои благие дела.
Пусть продолжает радовать свой народ. Спасибо им. Елдің жұрттың алқосына жарай бергіле, рахмат. В Айлы-Өкмөтү Мырзаке входит 3 села, и всего проживает около 20 тысяч человек. До этого тоже были проделаны ряд инициативных работ с их стороны. Большинство работ было проделано в социальной сфере. Завершены небольшие работы в самом селе. Ну а сейчас они выполняют работу, которую можно оценить и стала рукой помощи для местной власти. Шындығын алғанда бұлардан жалпы елге, Айлы-Өкмөттүн еліне жосы жалпы эле коомчулукка көрсөтүп аткан жардамдары. По правде говоря, помощь, которую они оказывают народу, местной власти и обществу, если посмотреть на это с культурной, социальной и экономической стороны, то на остановки, которые построили эти молодые люди, ушло бы много денег. И мы сэкономили на этом деньги, которые направляем на другие нужды. То, что молодежь сама пришла к этому решению, очень помогло нам. У них есть очень хорошие планы. Если мы будем вести совместную работу, то мы усилим порядок, чистоту, единство и согласие. Хочется верить, что наши молодые люди станут примером для молодежи других сел и Айлы-Өкмөтү. Ушулар Кудай кааласа үлгү болот деген ойдомун. Это место считается воротами в село Мурзаке. Молодые люди во главе с Мидербеком Апархановым написали специальный проект и хотят здесь воздвинуть красивый монумент. Общая сумма строительства монумента будет составлять 400 тысяч сом, включая строительные материалы и услуги рабочих. Чтобы сэкономить средства, будут использована специальная техника Айлы-Өкмөтү. Түндүгү бар үстүндө Мырзаке жазуусу бар. Анан Здесь будет построен монумент с национальным тундук, где сверху будет надпись «Мырзааке» и будет развиваться флаг. Много строительных работ еще предстоит сделать. Будет установлено освещение с лентами. Ну и самое главное, в рамках этого проекта будут установлены IP-камеры. 24 часа в сутки в онлайн-режиме наши соотечественники за рубежом могут наслаждаться видом этого монумента, построенного перед входом в родное село. мекендештерибиз чет жакта жүргөндөр 24 саат бою онлайн режиминде айылыбыздын кире бериш чыга барышын көрүп турса болот. Уже 2 года как создано общественное объединение «Молодежь в Мурзаке». Молодые люди и дальше настроены работать, поставив себе цель вести плодотворную работу. В предстоящем году у них есть хорошие намерения построить остановки на каждой улице села. Для этого также не должны оставаться в стороне односельчане, и надо поддержать этих молодых людей. Только тогда хорошие намерения и цели этих молодых инициативных соотечественников будут крепкими.